Добрый день, уважаемые друзья! Я вас приветствую. Меня зовут Мадина Белялова. Я профессиональный коуч, профориентолог, психолог и ведущий курса «Навык учиться». Сегодня я хочу с вами поговорить об очень важном навыке концентрации и удержания внимания. Мы уже с вами в прошлых уроках попробовали принцип помодоро, который, по сути дела, тренирует наше с вами внимание и нашу способность делать запланированное от начала и до конца. Но есть еще несколько интересных практик, которые помогут и вам, и вашим детям научиться концентрироваться и фокусироваться на определенной задаче. Самое простое, если детки в начальной школе, это использовать лабиринты. Есть масса методических помогающих книжек, которые вы можете использовать в тренировке. Возьмите несколько лабиринтов и вместе с ребенком, не подгоняя друг друга, попробовать пройти необходимый маршрут, найти правильное решение. Лабиринты позволяют комплексно видеть картинку, принимать решения и концентрироваться на каждом из шагов. Еще очень интересный и очень полезный инструмент – это дыхание. О дыхании мы также будем с вами говорить в уроке о стресс-менеджменте. Но сейчас очень важно для того, чтобы настроиться на работу, на выполнение уроков, нам важно выровнять дыхание. Что нужно делать? Присесть и занять очень комфортную позу. И подышать на 10 счетов глубокий вдох и на 10 счетов глубокий выдох. Сделать это несколькими циклами, что поможет успокоиться и сконцентрироваться. По сути дела, это хорошее начало для того, чтобы просто сесть и выполнить запланированные 4 цикла по принципу помодоро. Для того, чтобы взрослый человек сконцентрировался и научился фокусировать свое внимание, есть такая письменная практика, которая называется мыслительный дождь. Вы никак не можете заставить себя начать что-то делать. Или вы пытаетесь взрослого уже вашего ребенка как-то смотивировать, чтобы он начал что-то делать. Мыслительный дождь – это то, что вам нужно. Возьмите чистый лист бумаги, возьмите ручку, поставьте таймер на 10 минут и записывайте все подряд на этот лист, все, что сейчас приходит в голову. Даже если это не связанный текст, даже если это какие-то слова из песни или вообще какие-то странные мысли, не связанные с рабочим процессом, который вы планируете сделать. Подобная практика позволит разгрузить и эмоционально, и ментально то напряжение, которое вы сейчас испытываете. Как только пройдет 10 минут, вы прям почувствуете, что чуть свежее стало в голове, чуть легче вы стали себя чувствовать. Обязательно сделайте маленькую разминку и начинайте делать что-то важное и полезное именно в этот момент. Еще одно очень полезное упражнение, которое позволяет сконцентрироваться и вовлекает в этот процесс всю семью, это пазлы. Купите, пожалуйста, домой какую-нибудь красивую настольную игру в виде пазлов и периодически приглашайте всю семью для того, чтобы пособирать всем вместе. Не надо это делать целыми вечерами, долго и несколько часов. Вы договариваетесь с семьей, что у вас есть свободные 20 минут, и вы предлагаете всей семье поучаствовать в сборке какой-то картинки. Во-первых, это упражнение будет иметь невероятный командообразовательный эффект для семьи. Во-вторых, вы проведете какое-то время вместе с детьми, обсуждая еще какие-то важные дела. Но это попутно будет помогать и вам, и вашим детям учиться концентрироваться на определенные задачи в определенный промежуток времени. Еще один полезный, невероятный инструмент, на что дети, конечно, могут немножко покривиться, но чтение вслух в течение 10-15 минут позволяют очень серьезно сконцентрироваться на выполнении определенных задач. Почему? Потому что в этот момент, когда вы читаете вслух, вы слышите себя, вы обдумываете то, что вы читаете, и происходит концентрация на необходимых действиях. Поэтому периодически, уважаемые взрослые, я рекомендую читать своим детям вслух. Сколько бы лет не было вашему ребенку, это тоже очень полезно. Оцените,
Попробуйте прочитать своему ребенку ту книгу, которая ему интересна, или те темы, которые интересны для ребенка. Вы не заметите, как за очень короткий промежуток времени отношения с ребенком наладятся, вы будете себя чувствовать более уверенным и правильным родителем. Попробуйте все эти упражнения и обязательно делитесь своими результатами в комментариях к этому видео. Еще больше упражнений в следующих уроках. С вами была Мадина Белялова. До следующих встреч!